Вот и настал второй день конкурса «Моя профессия IT». Именно сегодня мы узнаем, кто же из команд выиграет и получит звание победителя. Поэтому оставайтесь с нами и смотрите. Сейчас ребята заняты работой над своими презентациями, а в это время мы спросим у остальных, как прошел их первый день. Для меня день начался тревожно, но в конце все стало спокойнее, так как я привык уже. Мне понравилось то, как люди сотрудничают между собой и делают целостный проект. Мы встретили трудности в незнании какой-нибудь там техники, например, в рисовании или в создании веб-сайта. И решили мы это, посмотрев видеоролики на YouTube и так далее. Для нас, 11-классников, это возможность получить квоту, чтобы попасть в хорошие вузы. Для тебя? Для меня это просто как саморазвитие, знание чего-то нового. Толготулах пайдаамастан. Наха суета и питием байде. Альбах пайога. Тут хаддere вернял бутырга. Атмосферата. Да. Тюни баха омрон. Олдыши. Интереснее бай. Пока мы беседовали, настало время 4-го чекпоинта. Посмотрим, что успели сделать наши участники за все это время. Ребята готовились к предварительным чтениям. Их активно поддерживали и давали советы для исправления недочетов. После 4-го чекпоинта сразу идет 5-й, где участники будут защищать свои предварительные проекты. Участников проверяли по ролям, где менеджеры уже презентовали предварительные проекты, а эксперты готовили их к финалу и давали свои рекомендации. Настало время заключительного чекпоинта, где участники уже будут защищать свои готовые проекты, поэтому приглашаю вас посмотреть на это поближе с нами. После выступления наших участников узнаем мнение наших судей. Добрый день. Дело в том, что это мое первое участие, и как бы мне стало интересно, и самое главное, скорость продвижения вот этих идей. То есть, оказывается, наши молодые люди очень коммуникабельны и очень как бы ребята скоростные. То есть за 2 дня что-то придумать, что-то выложить, которое даже можно продвигать, это очень хорошо. Прежде всего, это реклама. И самое главное, что ребята могут себя показать и посмотреть на других и попробовать себя, что они могут и как могут. Я думаю, это очень хорошо. И есть несколько очень хороших проектов, но есть и такие проекты, которые, как можно сказать, их очень много. И как бы они копируют то, что есть. Это не есть хорошо, но есть очень интересные моменты, на которые можно было даже сейчас вложиться. Это очень интересно было. Так, ну вот в этом году у нас 8-й раз проводится республиканский конкурс «Моя профессия IT». Мы, конечно, ежегодно наблюдаем, что интерес участников растет, да, то есть и количество проектов тоже, качество проектов увеличивается. Мы в прошлом году, как, если мы говорим, приняли участие 6,5 участников, в этом году должно быть больше. И, конечно, очень интересно наблюдать, как дети, да, то есть участвуют, да, и показывают уже высокие результаты. Впервые хакатон мы провели в 2012 году.
это получается уже более 10 лет, да, у нас в нашей Якутии уже начиная с этого года, да, проводится хакатон, ну, в разных форматах. Некоторые хакатоны бывают даже в индустрии там моды, там фэшн-хакатоны, есть архитектурные хакатоны и другие, но особенно вот в формате конкурса «Моя профессия IT», да, это более такая регламентированная, да, где команда участвует в количестве 3 человек, да, в команде у нас менеджер, дизайнер, разработчик, они в течение 2 дней должны разработать именно продукт, да, цифровой продукт. И особенность хакатона заключается в том, что в ограниченное время дети максимально, да, вкладываются, да, и должны сделать уже продукт и его презентовать. Да, и в этом особенность хакатона. Полезность, да, мы конкурс республиканский, он сейчас выступает именно драйвером развития, да, то есть IT в районах сельских, да, и когда мы проводим такое мероприятие, даже в самом отдаленном уголке, да, нашей Якутии, дети, даже если не знают без опыта, да, то есть они как бы интересуются вот новыми технологиями и пытаются создать именно что-то интересное, да. Они даже во время хакатона изучают какие-то языки программирования, да, и уже показывают, да, то есть на второй день уже свои продукты. И, конечно, тут надо отметить, что участие важно помимо самих участников, и еще есть участвуют в организации учителя, есть представители из IT-сообщества, они все консолидируются, да, чтобы провести данное мероприятие. И конкурс выступает сейчас как бы площадкой для обмена опытом. Вот, поэтому я подчеркиваю, что это очень уникальный конкурс, да, и все интересующие, да, как бы стороны получают максимальный какой-то результат и эффект. Вот и настал тот самый волнительный момент, а именно подведение итогов. Прошли 2 плодотворных дня, где наши участники показали свои навыки, получили ценный опыт от экспертов и познакомились с IT-направлением поближе. Мы надеемся, что все прототипы, что сделаны за эти дни, реализуются в реальной жизни, а победители получили денежные призы, отдельные номинации по функционалам «Лучший менеджер», «Лучший дизайнер» и «Лучший разработчик». Вот и незаметно прошли 2 дня нашего конкурса. За это время участники успели сделать целый проект, который поможет нашему миру развиваться и идти дальше. Можем сделать вывод, что все участники очень талантливы, и это именно те люди, которые будут развивать наш мир. Всем пока!